В эфире новости, в студии Петр Васильев. Здравствуйте. В начале выпуска коротко об основных темах. Грузоподъемность зимника автодороги УМНАС повысили в Алекминском районе. Разрешен проезд транспорта весом до 20 тонн. К юбилею Великой Победы Краеведческий музей Горного района готовит к переизданию книгу памяти. Расскажем подробности. Русский театр Пушкина проводит третий набор в актерскую студию. Узнаем детали. С сегодняшнего дня на зимнике автодороги УМНАС в Алекминском районе увеличили грузоподъемность. Об этом сообщили в управлении автодорог Якутии. Проезд транспорта весом до 20 тонн разрешен на участке с 349 по 600 километр по направлению границы Хангаласского района, село Солянка Алекминского района. Напомню, надлежащая техника эксплуатационное состояние автозимника обеспечивает подрядчик «Меркурий». В Якутии на 100 тысяч рублей намерены увеличить размер выплаты многодетным семьям взамен бесплатного земельного участка. Об этом сообщили в Министерстве труда и социального развития республики. Отмечу, что уже подготовлен проект решения правительства, в соответствии с которым предлагается увеличить размер единовременной выплаты до 300 тысяч рублей. Кроме того, будет расширенный перечень направлений для использования выплаты. Напомню, подобные выплаты начали проводить с 2023 года. С тех пор такой возможностью, по данным Минтруда, воспользовались 3113 семей. В этом году начнется второй этап федерального проекта «Геология. Возрождение легенды», который создаст базу для промышленного роста на годы вперед. Геологи приступят к масштабному изучению недр в нескольких районах, в том числе Нерюнгринском. Об этом сообщил председатель правительства Кирилл Бычков, представляя отчет исполнительных органов госвласти. По его словам, в предстоящее десятилетие проектом будет охвачено 20 районов. Кроме Нерюнгринского, работы будут проведены в Алданском, Булунском, Жиганском, Нерюнгринском, Тампонском и Устьянском районах. Работа по медицинской реабилитации участников СВО и членов их семей продолжается в Якутии. По данным Министерства здравоохранения региона, медпомощь получила 2997 участников спецоперации. Реабилитацию прошли 321 ветеран боевых действий. Психотерапевтическая и психологическая помощь оказана 638 участникам СВО. Якутские врачи, в свою очередь, продолжают оказывать медпомощь в военных госпиталях в подшефных городах Кировском и Докучаевске. В настоящее время там работают хирург, травматолог и реаниматолог. Постоянно проводятся встречи с ранеными якутянами в медицинских ротах, взводах и расположениях воинских частей со всей ДНР, а также выездные медосмотры. Врачи круглосуточно оказывают экстренную медицинскую помощь пациентам в приемном отделении. Кроме того, курируются все пациенты в хирургическом отделении, из которых около 50% бойцы СВО. С начала работы в городе Докучаевск проведено всего более 837 операций. Так, офтальмологи провели 283 операции в городе Докучаевск, хирург и травматолог – более 554 операций. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне Краеведческий музей Горного района готовит к переизданию книгу памяти, ставшую важным источником информации о жителях района, участвовавших в войне. Первое издание, которое выпустили 30 лет назад, содержало воспоминания о 886 участниках и ветеранах Великой Отечественной войны. За прошедшие годы сотрудники музея, тесно сотрудничая с другими музеями района, провели большую исследовательскую работу, в результате которой удалось выявить еще 47 участников Великой Отечественной войны. Их имена и истории будут включены в новую дополненную версию, которая станет ценным подарком к юбилею Победы и важным вкладом в сохранение исторической памяти. У меня на руках книга о воинах из Горного Улуса 1995 года издания. В этом году, в честь 80-летия Победы, хотим переиздать эту книгу с новыми дополненными информациями. За 2 года поисковой работы нашли 47 воинов из Горного Улуса. Они войдут в эту обновленную книгу. Самая большая школа республики готовится принять учеников. В средней образовательной школе номер 40 имени Николаева вносят последние штрихи. Сейчас рабочие собирают мебель и проводят уборку. Объект образования уникален тем, что его конструкция выполнена в форме буквы «Н», что позволит инсолировать все классные помещения. Оснащена школа по последнему слову техники. Она вместит в себя 990 учеников. Дети будут заниматься в 2 смены. Откроет школа свои двери уже в сентябре этого года. Напомню, объект строится в рамках национального проекта образования. А вообще площадь школы 17 125 метров.
квадратных. Это самая большая школа в республике на сегодняшний день. Да? 990 учеников не будет учиться. Предусмотрено 2 спортивных зала, актовый зал вот на 300 с лишним мест. Кроме того, предусмотрены, значит, наружные спортивные сооружения, очень большие спортивные хорошие площадки и научные площадки, я хочу сказать, на улице еще предусмотрены для занятий метеорологическими наблюдениями и так далее. В продолжении темы министр образования и науки Якутии Нюргуна Соколова провела урок в Абагинской школе Амгинского района. В ходе встречи с 10 и 11 классами обсуждались ключевые аспекты образовательной политики и перспективы развития образования в регионе. Особый интерес вызвал диалог о науке и ее возможностях, а также о современных технологиях, которые находят применение в повседневной жизни. После этого для школьников организовали занятия на тему «Россия умная. Наука и образование», где учитель рассказал о развитии науки в стране, продемонстрировав профориентационные ролики и обсудил их содержание с учениками. Целевая задача курса «Россия. Мои горизонты» – это знакомление наших школьников с развитием отраслей и необходимыми профессиями для будущего нашей страны и республики. Сегодня очень радостно, что в рамках отчета правительства нашей республики мне удалось в Амгинском районе посетить Абагинскую среднюю общеобразовательную школу и провести классный час для 10-11 классов. В Русском театре проводится очередной набор в театральную студию для школьников, которые желают связать свою жизнь с актерской профессией. Уже в 3-й раз худсовет театра проводит кастинг школьников для занятий в театральной студии, лучшие слушатели которой смогут поступить на целевое место в одни из ведущих театральных вузов страны, например, в театральное училище имени Бориса Щукина. Для вступительных испытаний каждый кандидат подготовил стихотворение, басню и песню. Все как при творческих испытаниях в вузе. Оценивают потенциальных коллег ведущие артисты Русского театра. Главное все-таки верить в них, и чтобы они чувствовали эту веру. Не отбрасывать их, как безнадежных. Вы ничего не умеете, вы ничего не знаете. Нет, надо всем верить. Всегда. И тогда у них тоже какие-то силы появятся. В своих возможных таких достижениях, или как это можно сказать. А на данном случае это творчество. Победители муниципального этапа интерактивной игры ТУОС в Усалданском районе усиленно готовятся к финальной игре. Из 5 участвовавших команд ученики 10 класса Мюрюнской средней школы номер 1 уверенно выиграли данную игру. Исходя из прошлых этапов, в этот раз просматривают якутские фильмы и песни. Команда состоит из 5 учащихся, и чтобы подготовка была системной, в этом помогают им их классный руководитель и учитель якутского языка. Они подбирают подходящие учебники, книги и материалы. Также у нас есть интерактивная игра «Лото» произведения якутских писателей. Отгадываем загадки, фразеологизмы, неологизмы якутского языка. 13 февраля ребята отправятся защищать честь школы Иулыса на интерактивной игре ТОС. Желаю своим ребятам успехов, и чтобы они получили огромное удовольствие от этой игры, интересной игры. И я надеюсь, что мои ребята покажут себя только с хорошей стороны. Сегодня 90-летний юбилей отмечает Верхневилюйский район. По традиции в этот знаменательный день прошло множество мероприятий. Праздничный день начали с торжественного собрания глав, депутатов и руководителей организаций. Вручили награды за усердную работу во благо родного района. Также сегодня открыли выставки в Музее истории и этнографии с 90 экспонатами в честь юбилейного года, а также в детской школе искусств с 90-летней историей разных организаций района. Сегодня очень много мероприятий проводится здесь. В первую очередь это мы вспоминаем наших лидеров, которые оставили яркий след и сегодня работают именно во имя развития нашего улуса, республики. Сегодня, отмечая достижения улуса, мы выражаем большую надежду молодежи, нашим молодым лидерам. Они получают эстафету и продолжают заложенное нашими основателями республики, улуса.
В марте Алекминская детская школа искусств представит юным зрителям увлекательный кукольный спектакль. Подготовка к постановке велась всем коллективом, включая филиал школы в селе Первый Нерюктянинск. Все подробности у Елены Фаст. Это великолепие мы увидели в филиале школы искусств в селе Первый Нерюктянинск. Часть кукол была уже наряжена. Красивые куклы. Вот. Ну, там много персонажей. Еще у нас вон эти остались. Дедушка и бабушка шьют сейчас. Работа коллективная, одежду для кукол шили девочки. Это его майка, а сверху он будет носить вот такую жилетку. Я потом планирую это вот так стричь и пришить туда пуговицы, чтобы вот та выглядела как жилетка. Это будет как жилетка, да? Да. А для чего это вы шьете? Для кукольного спектакля. Головы выполнила преподаватель детской школы искусств. Трудоемкий процесс? Ну, не сказала бы, что трудоемкий. Ну, на одну голову времени, наверное, уходило часа, чтобы слепить 3-4. А время высыхания, ну, сутки, наверное. В целом задумка появилась давно, и главная цель – донести доступно красоту и смысл Аланхо до каждого. Два коллектива пришли и показали детям кукольный театр. Меня это вдохновило. И в этом году попросила своих преподавателей задуматься над этим вопросом. Саргалан Дмитриевна Трофимова, преподаватель класса якутского фольклора, она подобрала Аланхо на русском языке. Сценарная работа требовала времени. Аланхо Спиридона Петрова. И Аланхо называлась «Богатырь Тоян Джолустан на золотисто-гнедом коне с темной звездочкой на лбу». И когда я нашла вот этот текст, ко мне пришло как вдохновение. Я хотела поставить вот это Аланхо. И, посоветовавшись с нашими преподавателями, решили вместе создать, воплотить вот это Аланхо в жизнь. Да? Сейчас дети разучивают слова, и скоро можно будет увидеть результат. Между тем, первые зрители успели оценить идею и качество исполнения. Очень красиво. Конечно, очень впечатлили, понравились. Такая подача богатого наследия, несомненно, заинтересует и не только детей, но и взрослых. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Это были все новости к этому часу. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий в республике и за ее пределами. До встречи в дальнейших эфирах.